Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. 23 ноября в Якутске пройдет научно-практическая конференция, посвященная 130-летию Колесова Георгия Георгиевича, якутского ученого-экономиста, регионоведа, государственного деятеля, первого профессора из народа Саха, репрессированного в 1938 году по делу якутов. Георгий Колесов успел сделать очень многое для родного якутского народа. О жизненном пути Георгия Колесова мы сегодня поговорим. Гость в студии Леонид Владимиров, президент Академии наук Республики Саха-Якутия, член-корреспондент Российской Академии наук. Леонид Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот расскажите о жизни и деятельности Георгия Георгиевича Колесова, как сложилась судьба человека из Среднеколымского округа той далекой Якутии на стыке двух веков. Да, вот Георгий Георгиевич Колесов очень интересный человек, вообще как наш земляк, как представитель нашей интеллигенции, как ученый, как, можно сказать, даже писатель, можно сказать, все-таки 4 книги выпустил, хотя 10 монографий им было написано, и крупный экономист, надо сказать. Да. Вот в 1917 году он поступает в Томский университет, в то время это в Сибири самый центр был, и на юридическую специальность. Но судьба так сложилась, что, ну, вы знаете, революция была, Великая Октябрьская революция, и ему пришлось уже приезжать обратно. И только он уже в 18 году приезжает себе на родину осенью и начинает заниматься преподавательством, преподает, ну, учительствует. Ну, в дальнейшем уже поступает в Иркутский университет на экономическое отделение. И там уже становится экономистом, несколько лет учится, 2 года, затем переводится в знаменитую, вот, тогда она была имени Карла Маркса даже, экономический институт, потом его переименовали в Плехановку. И его успешно заканчивает, получает диплом и начинает трудиться, приезжает к нам сюда, в Якутию, и его назначают как человека с высшим образованием, имеющего такое базовое образование по экономике, председателем комиссии. Такой комиссии, это как бы плановой комиссии, комиссии республиканской, и он начинает работать. Ну, можно сказать, это тогда наш Госплан сейчас, как бы мы планирование, Министерство экономики этим занимается. Вот как раз это он и возглавил. И в этот период бурная его деятельность здесь развивается. Особенно он уделяет особое внимание развитию северов. Это наших, сейчас мы называем, арктических улусов, да? Но, конечно, и для республики многое сделано. И, конечно, его исследования в основном так затрагивались, связаны были с коневодством. Очень многое было с коневодством. Так как коневодство у нас было тогда главной, да, движущей такой производительной силой. Вот, да? Коневодство. Тогда тракторов-то не было. И все лошадьми выполняли. И, конечно, он обратил внимание на доставку продуктов питания для северян. Это хлеб, прежде всего. Многое оборудование, которым рыболовная деятельность вот колымских улусов, то есть колымского вот это, колымских территорий, вообще всех северов, начиная это от Верхояния и Колымой, вот заканчивая. Это как раз река Яна, это Индигирка, это и Колыма. И вот тогда была ситуация плачевная, потому что после царской России, пока становилась советская власть, становилась на ноги, в это время было заброшено все как бы. И вот это восстанавливать пришлось именно советской власти. И вот эти экономические выкладки все, и вот эти решения именно на тех результатах, которые получал Колесов со своей командой, вот на нем была основана вот эта северная доставка продуктов и так далее
И вот это, можно сказать даже, что он спас, можно сказать, многое и поголовье животных, и люди от голодной смерти были, можно сказать, спасены. И здесь его, как и научные знания, и практическая сторона, ведь он был крупным специалистом в области создания крупных коллективных хозяйств. И он уделял особое еще внимание тому, что если заработную плату, ну тогда зарплаты не было, людям давали за выполнение работ там, сколько человек было, по душевое было, или по, ну там, по паям давали, да, сколько. А он предложил новый подход. Это по трудодням, который переходит еще и в зарплату. Вот это было очень передовое, и механизмы вот, социалистической собственности, экономических механизмов было, рыночных механизмов вот, появлялись вот эти вот. Поэтому его заслуга очень большая в целом, надо сказать. Ну, Георгий Георгиевич Колесов не только один из первых крупных ученых из Якутии, но и первый профессор из народа Сахара. Надо обратить то, что он родился в Среднеколымске, а его эти предки были верхоянскими якутами, которые перешли со своим скотом работать животноводством, перешли именно Алазейскую, вот на Алазею, и там, ну, женились там на коренном населении, и там и юкаиры, там и эвены, и эвенки, поэтому у него была, надо сказать, смешанная кровь, но он как бы был представителем народа Саха. Вот это вот, а сам он родился, еще раз повторяю, в Среднеколымске. Ну, а тут, конечно, его вот это вот, еще раз скажите, вот вопрос вы. Георгий Георгиевич Колесов. Не только один из первых вот, крупных ученых из Якутии, да, но и первый профессор из народа Саха. Да, вот здесь вопрос очень интересный, да, потому что в то время такого удостоверения там не давали, советская власть была, но ему за его опубликованные монографии, как крупного специалиста, ему дали возможность, должность профессора, как бы приказом. Это он числился как бы и в аспирантуру проходил в тогда Всесоюзная академия имени сельскохозяйственной академии имени Ленина, да, была. Вот. А вот он там в отделе экономики как раз и трудился, работал и очень проявил себя очень активно. И в дальнейшем он даже преподавал. Ему дали должность профессора, был приказ такой, что ему дается профессором работать за то, что много у него было опубликованных солидных работ, на которые были четко были отзывы очень хорошие, и видели в нем очень большую перспективу. И он трудился в Москве, в московских вузах трудился, работал профессором, работал заведующим кафедрой организации сельскохозяйственного производства крупных хозяйств. И по Волжье экспедиции участвовал, и вот это вот его деятельность и заведование кафедрой, отдел возглавлял даже. И это институт коневодства имени Буденного, там работал. Затем оно влилось в зооветеринарный институт, ну и затем в другой вуз большой, где он проработал более 4 лет. И везде он был первым, кто из народа Саха профессором работал. И вот это, конечно, его выдающие достижения, которые надо отметить, что для подражания, для молодежи быть примером. Ну вот расскажите о предстоящей научно-практической конференции, посвященной 130-летию Георгия Георгиевича. Да. Кто приедет, что будете обсуждать? Вот эта конференция будет 23 ноября в ДП-2 в овальном зале. Конечно, соберутся прежде всего земляки, и колымские земляки, будут ученые-аграрники, будут и из академической науки тоже. Это экономисты прежде всего. И то, что он смог возглавить работу комиссии, плановой комиссии. Конечно, это Министерство экономики
наша здесь тоже будет принимать участие в то время, трудное время, как они работали, и как он организовывал вот это, и как, имея именно научные знания, крупнейшими научными специалистами он же общался, будучи это Томске, будучи в Иркутске, будучи в этой Плехановке сейчас, которая сейчас, как говорится, один из правофланговых наших научных экономических центров нашей Российской Федерации. А сейчас без науки никак. Поэтому наша республика тоже, опираясь на науку, развивается, и мы исторически хотим показать, как с помощью науки республика поднималась. Он, кстати, участвовал в первой научной экспедиции, это Академия наук СССР. Он участвовал тоже, работал вместе в этой экспедиции, поэтому его труд очень многогранен, и оно должно быть освещено на этой конференции, и мы должны дать именно не только оценку, нам его деятельность оценивать, конечно, это выдающаяся деятельность, а его место как ученого, как крупного специалиста, как организатора, как человека, который намного вперед видел. И вот это вот имеет большое значение, большое значение. И из его 10 написанных монографий только 4 опубликованы. Кстати, Георгий Прокопьевич Башарин продолжил вот это. Он именно, вот Колесов хотел вот аграрные отношения, вот, возможно, даже какие-то труды есть его, и сравнить с башаринскими, добавить вот это тоже интересно. И сейчас нас ждет тоже впереди, конечно, очень интересная жизнь, как в рыночных отношениях сейчас будет развиваться наш и аграрный сектор, как взаимодействие нашего аграрного сектора с промышленностью, вот тогда как было, сейчас как. Мы же сейчас находимся в той же ситуации, как тогда было. Тоже изоляция страны была. И сейчас тоже изоляция. Как выходили из этого положения, подняли республику, подняли страну, да? Страну. И это все, как говорится, история развивается спиралеобразно. И мы должны вот это опыт Георгия Георгиевича Колесова, и с ним тоже были, наверное, в команде люди. И эта конференция раскроет, поэтому это даже так заманивает, какие там доклады будут, какие выступления будут. Мы же о нем много не знаем. Очень многого не знаем. А это, прежде всего, специалист в области коневодства, экономики нашей, северного завоза и улучшения жизни. И он был патриотом. Его письма из ГУЛАГа пишет, вот, как бы я хотел бы сейчас во благо нашего народа трудиться, отдать все силы на это развитие. Ну, действительно, если не знать прошлого, то и не будет будущего. Это так, поэтому личность Георгия Колесова очень значима для Якутии. Необходимо, конечно, обсуждать, может быть, даже перенимать какой-то опыт. Леонид Николаевич, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем успешного проведения научно-практической конференции. Ну и самое главное, достичь результатов. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.